Видите, пока я стараюсь без белил, иногда даже я однажды экспериментировал, то, что пытался написать зимний пейзаж на чистом холсте, естественно, да, без белил. И получилась очень интересная эффектная вещь. То есть, когда писал, я писал лессировочно. А потом, когда мне надо было, я просто где-то пененом, разбавителем убирал лишнее. И получилось очень интересное состояние. То есть я хочу сказать, что можно писать. Но это, в общем-то, не нужно экспериментировать, но для себя было интересно. Так что спокойно можете пробовать разными материалами, акварель, гуашь. Конечно, если качественные, потому что здесь очень хочется сказать, что если у вас некачественный материал, то, к сожалению, вы не получите того наслаждения, которое должно быть у вас. То есть вы будете мучиться, потому что есть разные качества цвета, того же красный, есть теплый, есть холодный. Есть, ну вот я пишу и российскими, но вот бывает, что вот и английские краски иногда попадают, но это очень редко. Наши российские краски вполне очень даже симпатичные, хорошие по качеству. Не рекламирую, но говорю, что да, можно работать. Еще раз говорю, для чего? Для того, чтобы вы сами получили просто удовольствие от того, что вы делаете. Я очень рад, что, вот, положим, есть люди, которые, ну, скажем, занимаются другой профессией, положим, рабочие, но очень, ну, мечтал в детстве быть художником, да, но не получилось. Но мечта же должна как-то осуществиться. Человек должен просто купить краски, купить холст, кисточки и дома начать писать. И не бояться того, что получится, не получится, об этом не надо думать. Вот. За это даже советую, если есть качественный, положим, у вас iPhone, там, смартфон, вы снимаете, а дома нет возможности, вот я снимаю, положим, пейзаж, конечно, я пишу этюды, именно на пленэре, именно вы можете очень точно взять цвет, но здесь вот ваше, скажем, определенное видение, то есть, ну, разные художники по-разному, да, принимают и воспринимают природу. Был такой художник Айвазовский, который никогда не писал с натуры, но у него была уникальная память. Есть такие художники, которые воспринимают очень точно, скажем, вот он посмотрел, закрыл глаза и уже увидит в мастерской вот это состояние. Он воспринимал и очень точно, кстати, физику волны. Вот так писать, чтобы очень точно воспроизводить, но это редкий талант. Причем он очень интересно, в Феодосии у него мастерская была, я был в этой мастерской, где чистая мастерская без всяких холстов. Именно для чего? Для того, чтобы он уходил в состояние какого-то транса, медитации и очень точно воспроизводил то, что он видел. Так что был один момент, когда он с одним художником ходили по берегу, и тот художник, ой, говорит, я сейчас хочу написать, давайте нарисовать. Он нарисовал небольшим карандашный рисуночек, сделал, но писать не стал. Но дома он очень точно воспроизвел то, что видел. Это уникально. Это тоже можно в себе формировать и как бы пытаться вот такой памятью уже как бы владеть. Потому что это все, тренировка памяти, она очень полезна. Пишу пока только теплыми, да, вот пишу только теплыми цветами, где-то практически.
как и на войне, пополняем наше снаряжение. Важно, когда вы идете на этюд, ну, по возможности, основные ходовые краски должны быть у вас в наличии. Иначе просто какой-то цвет, он просто не вытянется.
принес пирожки. Хорошо. Друзья мои, давайте вот на этом заканчивать, потому что, в принципе, это можно писать долго. Но, в принципе, мы взяли большие отношения. Конечно, я еще буду дописывать по возможности, но я считаю, что вот если даже вы взяли на этюде, на пленэре, вот, а-ля прима, вот это состояние, уже, я считаю, уже нормально. То есть, но, конечно, для себя я считаю, что еще я посмотрю, подумаю, что-то усилю, что-то дам где-то подсохнуть к материалу, да, то есть потом где-то лессировочками что-то доведу, корпуса потом добавлю. Но, по крайней мере, работа пока не загружена, она не переписана. Бывает, что начинает сразу, можно, наверное, можно, смотря как художник пишет. Вот. Но мне важно, чтобы вот это а-ля прима состояние было очень взято. Вот. Конечно, я говорю, что можно еще и писать, дописывать. Вот. Конечно, я, и как многие художники, вот они стоят, эти холсты, а в какой-то момент ты возьмешь и что-то доработаешь. Вот. И вот это очень важно. Вот. Так что задачу на какой-то момент ты выполнил и можешь отдохнуть. На этом спасибо. Вам спасибо. Садик. Вот. Так, давайте, друзья мои, начинаем с того, что мы сейчас прекрасное время, осень, да, когда нужно остановить это мгновение. И я, конечно, пишу с натуры, пишу на пленэре, вот то, что сделано, это все с натуры сделано. Но сейчас такая ситуация, когда я просто хочу показать, как я работаю. Конечно, это настроить палитру, да, то есть вот я смотрю у многих художников большие проблемы, то что они неправильно настраивают, ну особенно молодые художники, неправильно настраивают эту палитру. Вот это рабочее поле, где мы создаем, я всегда говорю своим студентам, волшебство цвета, это вот это рабочее поле. Чем оно больше, тем лучше работать, меньше проблем убирать, стирать, чистить палитру. Ну, на этюднике, конечно, поменьше, но почаще просто мыть, убирать и чистить. И, конечно, вот смотрите, опять же, с чего мы начинаем, это настройка палитры. Вот я пишу масляными красками, это титановые белила, наиболее укрывистые, и начинаем такой расклад от теплых к холодным. И нейтральные такие вот уже и концерт, там хоть жженая. Вот, я черную тяндик не пишу, вот такой жженая, наиболее благородная краска. Там, наиболее благородная краска, где этим когда-то. Я ею пользуюсь, но стараюсь реже пользоваться. Из-за этого, с того, что мы начинаем, конечно, и композиции. Вот с чего мы начинаем, вот я компоную, да. В данном случае стараюсь я очень быстро писать, потому что времени очень мало. И буквально вот хорошая кисть, да, щетина положена для масла. Стараюсь этими масляными красками. Вот сейчас я намечаю буквально только рисунок. Вот. В данном случае рисунок того, что будет. Вот. Массу композиции, чтобы не было одинаковых каких-то вещей, да, там ритм определенный. Вот. Самое главное это состояние, это образ. Из-за этого здесь я долго стараюсь не писать, но тем более, когда мы на этюде, состояние меняется очень быстро. Из-за этого я стараюсь взять большие отношения цветом. Замешиваем теплый, стараюсь даже где-то без белил взять вот эти большие-большие отношения. Где-то даже на лессировочной основе. Набраться основные массы.
И, конечно, вот я пишу на пенение, но в данной ситуации можно вот и а-ля прямо, если мы пишем разбавитель тройник, вот здесь вот показано, вот, можно не видеть. Видите, то есть я смешиваю теплые краски, стараюсь даже пока белила не добавлять. То есть я беру для чего? Для того, чтобы вот это где-то лессировочность, мы пишем без белил, пока лессировками, большими отношениями, где-то 3-4 цвета замешиваю. Конечно, они неоднородные. И самое главное учитывать, если я пишу на пленэре, еще раз говорю, там состояние меняется очень быстро. Там буквально в течение минут может меняться, хотя нам всегда кажется, что вот я сел, и сейчас, как здесь в мастерской, будет длиться эта вечность. Вот. К сожалению, это очень быстро все проходит, из-за этого пытаться ловить быстро. А вообще, вся вот эта история началась от импрессионистов, когда произошла некая такая техническая революция, когда появились тюбики в масляных красках, и оно как раз дало возможность многим художникам выйти на пленэр. И я, кстати, своих студентов обучаю даже где-то, ну, скажем, небольшие копии импрессионистов, ну, того же Клода Моне. Для чего? Для того, чтобы понять саму специфику вот, написания, потому что это очень-очень, скажем, полезно понимать, что живопись это действительно многоцветие, это живое письмо, но это не сумбур красок. Можно писать лаконично, но взять точные отношения и взять именно то состояние, которое есть в природе. И уловить это мгновение, конечно, уловить цветом, образом, точным попаданием цвета. За это, видите, я пока пишу теплыми цветами, если это видно, да? Вот. Не забивай холст пока еще. Там, где надо, конечно, мы будем делать корпусными мазками. Вот. Где надо, усилим. Практически очень-очень быстро. Да, помогаю себе и мастихиной, если это необходимо, чтобы не забивать пока текстуру холста, я пишу таким образом. В природе нет одинакового цвета, вот из-за этого, конечно, мы смотрим общий тон, общий цветотон попадания вот этого тона, цвета, конечно, состояние. Полезно иногда копировать, можно взять. Если есть, конечно, лучше с оригиналов копировать хороших классических художников, таких как Шишкин, положим, да, вот можно, ну, если есть, конечно, возможность. Вот. Если в музеях разрешают, положим, такую. Раньше мы очень часто в художественном училище занимались копией, в Московском художественном институте специально были предметы, копия. То есть это очень полезно, ты начинаешь понимать, а как работали настоящие художники, чем они дышали, и это очень приближает тебя к каким-то вещам. Ты понимаешь, что это очень такая бесконечная, и в этом совершенстве не может быть какого-то конца.
И сейчас, когда я вижу, что искусство начинает подменяться каким-то псевдоискусством, понимаете, вот есть вещи, как картины, которые художник может остановиться, и как зритель может остановиться и любоваться. Вот вы идете на природу, и вас восторг наполняет, и вы видите и получаете такое эстетическое наслаждение, так же, как в искусстве. Вот я увижу красоту, любую красоту, которую написал настоящий художник, да, вот у тебя вдохновление такое же, как на природе. Вот ты получаешь эстетическое удовольствие от этого. И это очень важно. Это всегда это будет бесконечно, и всегда люди будут этим любоваться. И когда человеку плохо, он всегда будет приходить именно к этому искусству, а не к инсталляциям каким-то и каким-то псевдо. То есть я не могу никогда понять вот то, что сейчас происходит с современным искусством, когда сплошь и рядом забитые западные музеи, положим, какими-то чучелами, вплоть до фекалий, которые начинают говорить об этом, что это настоящее произведение искусства, или обрезанная ветка, которая висит на стене. Но что бы вы ни говорили, то есть вы никогда не сможете лучше, чем в природе это сделать. Из-за этого, конечно, мы пытаемся копировать, пытаемся не слепо копировать, а именно уловить состояние. Каждый художник, у него есть свое понимание, свой образ. Ни один настоящий художник, он неповторим, как и музыкант, также и каждый видит свое ощущение цвета. Так что в этом есть великая сила искусства. Вот, от среднего тона я начинаю, пока без белил, я уже говорю, да, вот сейчас мы попытаемся взять средний тон. И, конечно, рисунок, да, то есть я веду, сразу же рисую кистью. Здесь уже нет возможности исправлять, то есть если мы ставим задачу взять именно образ, именно уловить этот момент, состояние, задача именно цвета. Вот, конечно, уже определенный навык, которым владеет художник. Ну, изначально, конечно, не советую сразу идти на пленэр, потому что это тяжело. Лучше пока, если пока еще нет таких навыков, работать в мастерской, вот, пока совершенствоваться, а потом уже при возможности выходить и работать. Самое главное не комплексовать и не бояться того, что вот у меня тут не получается, я не могу. Если есть желание, вот самое главное, если оно есть, огромное желание просто поработать, надо просто взять и работать и не думать ни о чем. Кто что скажет о вас там, о вашем искусстве, это не имеет значения. Для, скажем, искусства это мало интересно. Настоящий художник, он должен заниматься тем, что он любит искренне и пытается передать вот это состояние. Вот от теплых, конечно, вот это сочетание теплых, холодных, бесконечное вот это чередование, потому что в природе, когда вы увидите, что трава, положим, конечно, отличается от листвы деревьев, каждое дерево по цвету отличается. Ну и самое благодатное состояние, конечно, это осеннее состояние, когда мы любуемся этой прозрачностью, красотой, тишиной леса,